Вақыт шерифлеріңіз қайырлы болсын. Бізде әдет енді бар. Жұма ертесі күні саат 11-де біз мұнда мерақыл көрішулер кешіреміз. Ве бүгін мұсафірлікте бізде белі, истидатлы бестекяр, ажайып инсан ве әлбетте дүлбер қадын Мирзия ханым Халитова. Онен бүгін біздің субетіміз олacak, амма башта қысқа бір видеолевханы сейретеміз. Известный крымско-татарский композитор Мирзия Халитова родилась в городе Янгиюле в Узбекистане. В ее семье не было профессиональных музыкантов. Мама – педагог, отец – экономист-плановик, но музыка все равно присутствовала в жизни Мирзия ханым с детства. Но очень любили музыку. Папа даже там играл по-своему на пианино, пел. Вот, у него был хороший слух. Мама тоже очень любила петь, она знала очень много песен. Отдали меня в музыкальную школу, и я полюбила эту музыку. Это меня захватило, я поняла, что это очень интересно, очень здорово. А вообще что-то создавать. И в данном случае создавать музыкальные произведения. В 1982 году Мирзия ханым окончила Ташкентскую государственную консерваторию по классу композиции. Я училась в Узбекистане у симфониста, очень хорошего, известного симфониста, там, Мирсадыка Таджиева. Благодаря ему я полюбила симфонический оркестр. Я тяготею очень сильно к крупным формам. Я больше люблю сочинять симфонические произведения, концерты для различных инструментов с оркестром. Я обожаю симфонический оркестр, потому что там очень много красок. Там можно так много сказать. Мирзия Халитова вернулась в Крым в 1993 году, преподавала композицию в музыкальном училище в Ахмеджите, работала музыкальным редактором на телевидении, готовила программы о творчестве известных музыкальных деятелей, истории народных инструментов. В 1995 году в Ахмеджите состоялся первый авторский концерт Мирзии Халитовой. Она участница многих международных фестивалей, заслуженный деятель искусств Украины, лауреат премии Автономной Республики Крым, международной премии имени Бекира Чубанзаде, музыкальной премии имени Лысенко, премии Украины имени Лятошинского. Много лет Мирзия ханым работает в Крымском инженерно-педагогическом университете имени Февзия Кубова. Она профессор кафедры музыкально-инструментального искусства. Своим студентам Мирзия ханым старается привить чувство прекрасного. Любовь вообще к музыке. Ну, я много предметов преподаю здесь, 9 предметов. Ну, в каждом предмете я что-то рассказываю. Где-то об инструментах я рассказываю, где-то о композиторах, там по-разному, о фольклоре, о разных вещах я рассказываю, но везде я постараюсь им привить любовь. Мирзия Халитова – автор множества произведений, которые исполняются музыкантами по всему миру. В ее работах внутренний мир человека, эмоции и переживания. К какой бы теме ни обращалась композитор, в них слышен крымско-татарский колорит. Я использую, конечно, народную музыку, я ее преломляю в своем творчестве. Вот не просто так мелодия с аккомпанементом, нет. Я ее творчески перерабатываю, преломляю. Слышно, что я крымско-татарский композитор. Вот такой небольшой ознакомительный ролик. Теперь Дабр Керехошкельденас, добро пожаловать. Как ваше настроение? Прекрасное. Когда я сюда пришла, я увидела столько людей, которые интересуются моим творчеством. И я благодарна вообще всем. Значит, люди любят музыку. Любят вас. Ну, я, конечно, переполнена чувствами, я благодарна. Потому что, когда музыка звучит, она звучит для кого-то всегда. Должны быть слушатели, которые тебя любят, понимают, пытаются понять твою музыку. Поэтому это здорово всегда. Я благодарна. Да, у нас действительно сегодня полный зал, такой аншлаг в Алеме. Вы в сюжете сказали, что вот тяготеете к крупным формам.
Как вообще к ним пришли? Что у вас в них привлекает? Вообще в каких жанрах вы любите работать? Я как раз в сюжете сказала, когда говорили, у кого я училась, а я училась у самого крупного симфониста Узбекистана. Он рано ушел из жизни, но он вот тогда, благодаря ему, я полюбила этот оркестр, и я поняла, как много можно сказать. Столько тембров в большом оркестре. Там можно очень много сказать, особенно вот сейчас, в наше время, когда много возможностей таких. Это просто здорово. Конечно, я пришла к этому, я полюбила оркестр, но если оркестр, то это и крупные формы. Потому что, когда выстраиваешь вот крупно что-то, это как роман, который пишется годами, допустим, и большое, крупное симфоническое произведение, оно тоже пишется долго. Думаешь, выстраиваешь. Поэтому я всегда тяготею к этому. До сих пор у меня вот партитурная бумага – это самая вот драгоценная, самая ценная бумага для меня – это партитурная бумага, потому что там записывается вот это все, что я сочиняю для оркестра. Большая партитурная бумага. Конечно, безусловно, я пишу не только симфонии, а вот мне очень нравится жанр концерта, концертность такая для каких-то инструментов с оркестром. А в современной музыке есть и такой жанр, как просто концерт для оркестра. У меня вот он есть. Ну, то есть каждый инструмент солирует. Там еще больше возможностей, можно показать все эти вот краски оркестровые. Поэтому, да, я очень люблю крупные формы. Ну, вот монументалист, говорят. Вот больше я тяготею вот к такой масштабным, монументальным формам и жанрам. Вы упомянули современную музыку. Что это такое вот в понимании композитора? Это, конечно, не та современная музыка, к которой привыкли обыватели. Особенно на телевидении Хараденис Продакшн, да, когда говорят часто «современная музыка». Конечно, современная музыка, понятие совсем другое. Я же академический композитор, вообще дело имею с академической музыкой. Я преподаю, только мы говорим об академической музыке, о жанрах этой музыки. И современная музыка – это такое понятие уже, вот оно где-то с 20 века, уже когда композиторы начали сочинять музыку с 20 века, вот это считается уже жанры, музыка современная, современных композиторов. Потому что вот раньше, когда-то во времена барокко, это вот Иоганн Себастьян Бах, тогда были две координаты вообще, вот системообразующие, звуковысотность и метроритм. Ну, звуковысотность – это вот мелодия, ну, обязательно мелодия, мелодическая линия была, и метроритм обязательно должен быть. Дальше были композиторы эпохи классицизма, романтизма, где вот это все присутствовало, и вот эти координаты были главными, ну, на которых все держалось. Но вот пришел 20 век, он совершенно, он же другой, со своими катаклизмами, сложный век. И появились новые направления, и пошел экспрессионизм со своей вот этой вот отношением к жизни, где ужасы, отчаяние. Композиторы вот ужас изображали. Потом появились структуралисты, композиторы там Штокхаузен, Нона Булес. Они еще больше внесли в эту музыку своих вот этих сложностей. И получается, что композитор, каждый композитор, вот начал творить в своей тональной системе. Сломались все законы классической гармонии, полифонии, мелодики. Мелодика вообще как таковая, она стала исчезать в музыке. Часто говорят,
а что-то нет там мелодии, да, нет. Там есть другое, там другие техники, другие методы, другие направления, стили. Все по-другому появились, потому что новые возможности композиторы придумывают. И есть такие стили, есть такие техники, которые потом я сама и благодарна. О, спасибо тебе, ты прям такое придумал. А другие композиторы используют это в своем творчестве с удовольствием. А потом появился уже крупнейший композитор XX века, польский авангард, это Кшиштоф Пендерецкий. Он вообще внес еще совершенно другие категории пошли. Темброфактура появилась. И в музыку на первый план не мелодия, не гармония, а совсем другая категория пришла. Тембр. И вот сочиняют они музыку тембрами, тембральными. А в симфоническом оркестре, я говорила, сколько красок, да? Сколько возможностей там можно. Появились новые приемы звукоизвлечения на обыкновенных струнных, смычковых инструментах, новые, совершенно другие. Столько возможностей появилось в современной музыке. И вот особенно сонористически, вот эта темброокраска, сонористика это направление называется. И я очень люблю это. Я это использую в своей музыке. Если написать чисто сонористическое произведение, то, конечно, слушателей надо готовить. К такой музыке надо готовить слушателя. Говорить вообще, что такое, вы тут не увидите ни гармонии, ни мелодии, тут такого нет. Но тут есть такие краски, вот эти звуковые волны, абсолютно роскошные, очень, очень красивая музыка. Тогда надо слушателя готовить, конечно. Но чаще всего это эпизодически. Я в своем творчестве эпизодически использую обязательно. Я сегодня выбрала моменты такие не связанные. Это же мы выбирали, вот резали произведения, кусочки выбирали, да, сюда, маленькие, как сказали, ну, по 2 минуты, плюс-минус там. Поэтому я выбирала, конечно, там, где есть, ну, у меня вообще везде мелодии есть, обязательно, интонационность, она у меня везде присутствует. И я поэтому такие отрывки выбирала, но вообще в произведении они есть. Это когда вот такие вот интересные, знаете, вот вещи с и ударными инструментами там. Потому что группа ударных инструментов тоже очень большая, сейчас возросла очень. И такие возможности, это я все делаю. Сейчас и возможности изучить это все. И композитор вообще, если он живет сегодня, 21 век уже на дворе, он должен все это изучить и обязательно в своем творчестве это употреблять, вот эти все возможности. Вы сказали, вот отрывки мы подготовили сегодня. Вот первый, ну давайте вот в том порядке, как я вам дала, чтобы я сразу и говорила. Первый отрывок это... Да, это концерт, тройной концерт. Ну, я сейчас вот должна же немножко о произведении сказать. Я сказала, что я очень люблю концертный жанр. Сегодня 3, кажется, будет вот разных концерта как раз. Я и, ну так, мне нравится очень использовать вот именно этот жанр, именно эту концертность. Там произведение называется «Ашик Наме» по мотивам поэзии Ашика Омера. В 2 частях этот концерт, и у меня виолончелисты, дуэт из Одессы был, потрясающие исполнители. Они мне предложили, говорят, вот у нас есть еще французский виолончелист Доминик де Виленкур, мы с ним играем по всему миру произведения. Он слышал вот вашу музыку, и он хочет, чтобы вы написали для 3, для нас что-то. Он приедет и сыграет. Ну, а как? Для 3 виолончелей это архисложно. Ну, 1 солист, ладно, ну 2, ну разные, хотя бы разные тембры. А тут мало ли что 2 виолончелиста, они меня говорили, я для них писала для этого дуэта. Но тут 3 виолончели, все одинаковые тембры. Я говорю, хотя бы симфонический оркестр. Нет, чтобы было мобильно, струнный.
Я отказалась. Это невозможно. Я говорю, и там одни тембры, и тут одни тембры. Что я сделаю? Это же надо интересно написать. Потом опять мне сказали, нет, он сказал, что он готов играть, вот как напишете. Ну, я написала. И вот он приехал сначала в Севастополь, с Севастопольским оркестром играли это произведение. Вот там уже я конец взяла, там вот Доминик де Виленкур, третий виолончелист, он сидит возле дирижера. Он первый, конечно. Тут дирижер стоит, Доминик, потом Ольга Веселина и Вадим Ларчиков сидит. Вот мои исполнители, виолончелисты. Вот посмотрите, там... Да, давайте поставим, да, потом и я... будем сразу слушать. Ну, послушайте, да, тогда вот сейчас. Да, первый отрывок — это Шахнаме. Новая трактовка, видите, и как ударный инструмент, это виолончель трактуется один, а другой там вот эти вот свои вещи играют, быстрые, такие, то, что я написала. А каждый что-то свое играет, но трактуются вот по-разному. Можно и так, кто-то там и по обечайке бьют, и по деке бьют, и по струнам бьют. То есть по-разному можно использовать и трактовать вот все эти инструменты. Они исполняли в Севастополе, премьера была. Это какой год? Просто там на экране был год. еще и сам концерт. Да, да, это был 11-й год. Угу. 2011 год они играли в Севастополе. А потом еще в Симферополе они сыграли. Даже мне просто вот обидно с крымско-татарским. Я таких музыкантов посадила с крымско-татарским оркестром. И они играли насколько очень вообще хорошо. сочетается, по-вашему, вот вы сами сказали, что вы и учились как бы академической музыке, но и вы стараетесь использовать и крымско-татарские как бы элементы. Насколько это сочетаемо и как вам удается это вот Ну как это объединять? сочетаемо? Но я же
с детства в крымско-татарской семье росла. Во мне это все сидит уже. Это я с детства слушала эту музыку. А по-другому я и не смогу. Во мне вся крымско-татарская интонационность, она есть. Она, естественно, вы же не слышите темы какие-то там. Это все моя музыка. Хотя я использую народные мелодии тоже, их тоже даже можно узнать где-то. Ну, то есть я по-своему это все использую. Но в музыке, я же говорю, столько возможностей. Остальное техника. Я технически рисую эту партитуру так, как хочу. Я знаю, я ее слышу. Я не пишу клавиры. Ну, как раньше, когда-то. Когда-то писали клавир, вот, сидя за фортепиано. Потом этот клавир оркестровали. А вот уже Шостакович не писал так. Он писал сразу партитуру. И мой педагог, когда меня учил, он говорил, отдельно можно вот какой-то тематический материал выписывать. Конечно, вот такие темы отдельно надо выписать. Остальное все надо продумать вот в голове. Вот все от начала до конца выстроить вот это произведение. Потому что это большое произведение. И если раньше сочиняли главная тема, побочная, там вот готовая была схема, сейчас нету такого. Сейчас по-другому это. Каждый композитор находится в своей тональной системе. Каждый композитор находится в своем музыкальном пространстве. И у каждого это музыкальное пространство свое видение. И вот теперь каждый человек абсолютно отличается, композитор, от другого. И каждый человек выстраивает, вот каждое произведение, я думаю, как его выстроить, вот эту структуру, вот как. Никаких, как раньше, главный, побочный, да нет, это все 100 лет назад, 200-300 лет назад было, какие там 100? 100 лет назад уже не было такого. И вот сейчас вот это все выстраивается. Ну вот надо сначала в голове обдумывать, как он меня и учил. Все, когда ты знаешь, все выстроила, все произведение, открываешь партитурную бумагу и пишешь. Один аккорд, вот который вот так можно сыграть на пианино, один аккорд надо сверху донизу, вот на всех вот этих линеечках. Для всех инструментов один аккорд. Сколько времени его надо расписывать? Конечно, это очень долго пишется. Вообще, каждая страница партитуры, она очень долгая. Это аккорд, который надо распределить, вот этот аккорд, по всем инструментам. Есть, ну, тут уже правила оркестровки, которые, чтобы это правильно звучало, баланс, чтобы правильно был выдержан. Это очень долго пишется. И вот зато я так научилась, я не делаю двойную работу. Я вот думаю, у меня в голове все. Мне студенты говорят, а как? А я говорю, а вот здесь, вот голова, для чего дана? Вот мозги должны, и у вас должны все время мозги должны работать. Все в голове выстроила, потом села, и я уже знаю. Я знаю, что мне надо. Ну, конечно, я подхожу к инструменту, безусловно, он мне нужен. Я все равно какие-то вещи, думаю, все-таки вот так бы было, наверное. Я проигрываю, безусловно. Но вся работа у меня вот на бумаге, в партитуре. Мерзия Ханум, здесь сегодня очень много ваших коллег, скажем так, по цеху. Если кто-то хочет задать вопросы, вы тоже можете участвовать в беседе, да, просить микрофон и задавать вопросы. Вот мы один из отрывков посмотрели. Вообще вашу музыку исполняют по всему миру, правда же? И есть ли, например, какие-то исполнения, которыми вы там особо гордитесь, возможно? Вы слышите, у меня записи, как мне Лиля Буджурова говорила, приготовь записи, ну такие вот хорошие записи. Да где их взять, эти хорошие записи? У меня нету таких, чтобы сделана была запись студийно, ну что вы. Зато, как мне другие музыканты говорят, живое у тебя, потому что ты с фестивалей, с концертов, это одной камерой все снимается.
достаточно, чтобы иметь какое-то представление. Этого достаточно все равно. Я очень рада. Знаете, я хочу сказать, что мои произведения, вот вы сказали, да, одно и то же произведение в разных городах, разными исполнителями, разными солистами, дирижерами исполняется, а везде по-разному. Каждый сам трактует по-своему каждое произведение. Поэтому так это очень интересно послушать трактовку вот тех или иных музыкантов. Я сюда не ездила даже на репетиции. Они сами, я говорю, сами. У меня на работе очень много работы тогда было. Но, конечно, на исполнение композитор всегда ездит. На исполнение собственной музыки. И когда композитор сидит в зале, исполнители говорят, ну это вот мы тогда потеем так сильно. Это такая ответственность, потому что нет композитора, они там могут ошибаться, они там, никто же не знает, что они там играют вообще. А когда композитор в зале, у композитора режется вот как будто ножом, сердце ему режут. Если там кто-то фальшивит чуть-чуть. Для меня это я каждый раз умираю и воскрешаю. Это очень тяжелый момент, полчаса музыки, но я вообще там... И для композиторов это так же. Они говорят, ой, если вот мы репетируем, обычно на первые репетиции композитора не приглашают, чтобы он в обморок не упал, когда они разучивают только текст. Текст сложный у меня. А потом уже, когда более-менее все вырисовывается, тогда приглашается уже на репетиции, на последней репетиции композитор. Ну, какие-то уже правки я вношу. И, конечно, уже я... Даже я помню, когда я приезжала на первую сама уже, я говорю, как вы понимаете? Я уже так тихонечко, исполнитель, вам понятно все вообще? То, что я в сонорной технике там... Вы знаете, мы после второй части каждый раз вам аплодируем. Все нормально. Вторая часть, вот в пятой симфонии Амитхан, сегодня ее нет тут, там такие краски я уже сделала. И они в конце говорят, мы каждый раз вам... Ну мы просто... Вот она медленная, эта часть, вторая часть. И поэтому для меня это, конечно, понимают, не понимают, и как они вообще, я говорю, трактуют. Когда это произведение дали второму дирижеру, там я очень люблю Владимир Шейко, вот он дальше будет. Прекрасный дирижер, он очень хорошо мою музыку знает. Но он дал это произведение ассистенту, женщине. Она все говорит, мы все лето и дирижировали. Я приезжаю уже, совсем я недовольна, совсем. И там мой друг, композитор, мы же все дружим, там коллеги. И что-то он говорит, и мне непонятно. Так вот я им говорю, вообще-то не так, А потом я ему говорю, я на вас обиделась. Да почему это мое произведение ей дали? Ей же тоже надо что-то. Я говорю, все, я обиделась. И он мне звонит и говорит, она заболела. Я говорю, вот видите, Аллах там есть. Вот так и надо было. Не надо было вообще. И он приходит в оркестр. Так, здесь. А он же не дирижер. Он говорит, так, делаем. Он, конечно, он такая умница. Он говорит, так, тут и 5 восьмых, и 7, и 9, и 11 восьмых. И сейчас, он сразу ловит это все, потому что там все время моя ритмика меняется, размеры. Я еще удивляюсь, как дирижеры так сразу переходят от 4 четверти на 9 восьмых, на 11. Как-то все, вот как они там делают, я не знаю. И, и мои коллеги говорят, другая симфония. Вот что такое дирижер. Дирижер один. Вот и все это было... Опасно вас расстраивать, в общем. Это было совсем по-другому, это было здорово. Это было там, на большом фестивале Киев Музыкфест. Потом эта симфония звучала на фестивале авангардной музыки «Контрасты» во Львове. Там другой дирижер был совсем. И тоже они сначала, потом, ой, как интересно. Потому что там же и интонационно, там мало. Но зато
и темы как таковые, кусочками как-то так. Все, я в разных техниках там работала. Но зато там мои ритмы, там крымско-татарская музыка, там по размерам, по ритмам уже было слышно абсолютно. Ну, что, как угодно, оно слышно, что работает, что это работа крымско-татарского. Ну, не, может быть, не то, не, ну, как-то мне раньше говорили, какой Восток там звучит из зала. Ну, вот это крымско-татарская музыка, так называемый Восток. Вы подготовили еще несколько следующее... Концерт для саксофона, струнных и ударных. Ну, пускай прозвучит, там 3 отрывочка, может, они сразу будут, друг за другом пойдут, да? Ну, какие выбрал режиссер, можем да. поставить, да, и послушать. Да. У нас сегодня прям концертная программа такая. Да, отрывочками так вот. Сантор у них на цимбалах играет.
Это концерт для саксофона, струнных и ударных инструментов. Там много ударных, как вы слышали. И я вела еще сантер. Там цимбалы поставили и с микрофоном, так как народные инструменты тихие по сравнению с академическими инструментами, так и пишется в партитуре с микрофоном. Они поставили. И очень хорошо сочетается вот контрапункты вот эти, когда саксофон не вот такой, не альт, не тенор, а сопрано-саксофон, такой на гобой похожий тембр такой, сопрано-саксофон вот с цимбалами, с сантером. Сочетается очень-очень было хорошо, сочетание такое. Ну, вы слышите, какие краски дает. Там были вот всякие вот такие вещи тоже были, где и вибрафон со струнными, вот где они играют вот это сонорные моменты. Конечно, концертный жанр, он всегда интересен, но тем не менее, слышите, разные. Там и 7, и 9, и 5/8. Вот эта тема на 5/8 была последняя. А там и 4/4. Ну, по-всякому там сочетаются. Вот в этом концерте так было. Мы вот слышали, что вы лауреат многих премий. Вы за какие-то отдельные работы их получили, да? На премию посылается произведение. Это конкурс такой, там много произведений разных. Ну вот, значит, надо выиграть вот эту премию, надо ее выиграть. Вот таким образом я выигрывала там. За какие произведения? За какие? Вот премия Литошинская, вот это Литошинский, это классик симфонической музыки Украины. И премия такая за симфоническую музыку как раз. Я 5-ю симфонию отправила. Вот за 5-ю симфонию конкретно, да. И это был 14-й год уже, и я должна была поехать на вручение торжественное. Ну, там была обстановка такая, мне говорили, подождите, ой, то они назначают, то потом говорят, нет, опасно, не приезжайте. А потом я поехала уже в апреле месяце, пасхальные концерты были, нет, это не тогда было. Да, в рамках пасхальных концертов мне вручали эту премию. Я еще вернусь к 2014 году, потому что здесь будут отрывки вот с этого пасхального концерта, где я играла, там и часть моей симфонии звучала, и я сама в большом зале консерватории, я же не пианистка, но я сидела и играла с великолепной скрипачкой Ниной Сиваченко, она вообще прекрасная, киевская скрипачка. И я играла вот в большом зале консерватории, потому что еще 2 произведения звучали, брас-квинтет у них там был, медных инструментов. Они сами сделали аранжировку моих произведений, они играли. Вообще по одному произведению звучат на концертах. Но так как я у них была в приоритете, потому что мне вручалась премия на сцене. Вот красиво так. Поэтому много произведений звучало, а потом на этой сцене представители Министерства культуры, Союза композиторов вышли, вот они мне вручали эту премию Литошинского. Я была тогда попросили. Академическую музыку не играют в народных концертах никогда. Для академической музыки строгий концертный наряд должен быть. Я из Франции приехала, и там из Франции им звонили и говорили, тут такая была пианистка. Я играла свои произведения, композитор, пианистка. Вот. И в национальном костюме они говорят, Мирзия, один раз давай, приезжай сюда в национальном костюме. Вот я тогда там была. Но вот это была премия, вручалась мне за 5-ю симфонию Амедхан, которая много раз звучала. А премия Лысенко звучала. Премия Лысенко, я получила, у меня есть концерт для оркестра, не для какого-то инструмента, а просто для оркестра, 4-частный. «Ожерелье городов Крыма». Но это было давно, и вот тогда, когда потом я приехала на вручение, это было в Дом-музей Лысенко, торжественное вручение, и члены жюри были, они говорили, ну мы такого еще не слышим, но это было как-то, но это было... Там была даже, я уже скажу, как было. Там была монография Лысенко, посвященная, огромная, в 3 томах. Как бы уже все знали, что
будет вот за эту монографию человек получит, ну, такой труд написал. А остальные произведения, ну, участвуют в конкурсе. И я выиграла вот за это произведение. Я эту премию Лысенко получила, приехала. Вот. А монографию потом на следующий год уже выдвинули, потому что они говорят, мы не могли не дать, но за это произведение дали, да, однозначно. То есть вот таким образом премию надо выиграть вот в борьбе какой-то, не просто так это получается. Вы вот упомянули современную музыку, которую мы называем современной. Как вот к ней вы относитесь, к современной музыке? Вы называете... Попсу, да, вы хотите сказать? Ну, я уже не хотела это слово говорить. Конечно, понимаете, в жизни должно быть все. Вот как пестрая она же, вся наша жизнь, из таких красок состоит. Все должно быть в жизни. На каждый товар свой покупатель, говорят. И, как видите, сейчас многие любят очень... Ее же легко слушать. Эстрадную музыку. Ее очень легко слушать. Не надо готовиться, не надо напрягаться, там, включать какие-то там... Ну, все, сидишь, даже вот можно еще пить, там что-то запивать, заедать. Всегда, пожалуйста, вам, это эстрадная музыка. Но она бывает тоже же разного качества. Бывает очень хорошая. Ну что вы, это такие образцы. Это... А бывает не очень, а бывает и очень не очень. Вот когда я слышу, когда вот у вас бывает такое... Вы сегодня под обстрелом таким, в общем. Ну, конечно, всякое бывает у вас тоже. Вот. И вот, ну, вы всегда говорите, современная музыка. Ну, конечно, это никакая не современная. Это эстрадная музыка. Она имеет свой жанр. В каждой музыке есть жанр. Есть джаз, есть академическая музыка, есть народная музыка, есть эстрадная музыка, пожалуйста, фольк, рок, да что хотите, много всего, да? Так называйте как надо, как эстрадная музыка. Она какая? Современная, вы знаете, почему так называется? Потому что человек вот сейчас, сегодня написал, да, поэтому она современная. Ну, хотя бы добавьте тогда эстрадная музыка, ну сейчас написанная. Завтра ее не будет уже. Это однодневная приговор музыка. Такой. Да, а классика, все, что играется, когда писалось? Ну, со времен античности ничего нет, а со времен уже Средневековья, Возрождения, барокко, классицизм, романтизм и 20 век. И все это звучит. Пожалуйста. Это вечное. Академическая музыка, она вечная. А ваша музыка, она сегодня пишется. Ну, когда, завтра, послезавтра, а потом она умрет она. Есть, конечно, безусловно, образцы такие, которые звучат по сей день. Ну, возьмите французские песни, они будут всегда петься. Ну, есть эти образцы, безусловно. Просто их много. Потом остается, что не все же остается. И в академической музыке, знаете, сколько музыки сейчас пишется? Во всем мире ее знаете, сколько пишет? Но она же не остается вся, вечность не уходит. Что-то остается, что-то нет. Но оно должно быть все равно, я говорю, все должно быть в музыке, в жизни. Потому что в мире много фестивалей классической музыки, авангардной музыки. То, что сейчас написано, вот звучит. Вот все мои произведения, я еще хочу сказать, вы знаете, какой я счастливый человек? Я очень счастливый композитор. Все, что я написала, все звучало. Да это вообще, вы не думаете, что у всех так. Совсем да не так. А я студентам говорю, бедный Шуберт, который написал 9 симфоний, он ничего вообще не слышал из того, что он написал. Ничего не... Вот это несчастный человек, самый несчастный. Да и сегодня многие все пишут, а не каждый слышит вот так вот живое исполнение, да еще не в одном только исполнении свою музыку. Это самое большое счастье, поэтому я не заморачиваюсь. Есть там какая-то запись
студийное. Это много денег стоит, и не нужно мне это. Это если кто-то захочет, захотел бы мне, сказал, вот я тебе сделаю студийную запись, вот у меня много денег. Идея для подарка. Таких людей не было в этой жизни. Нет и нет. Зато у меня все звучит на фестивалях. Я это слышу. Это здорово. Так я на этих фестивалях заряжаюсь другой музыкой. Это необходимо, это очень нужно слышать, что сегодня звучит. Во-первых, на фестивалях не звучат произведения, если современной музыки, то, что второй раз. Вот на этом фестивале я должна только премьеру. Все премьеры мои. Это премьерное произведение. Иначе на этот фестиваль, вы же тут уже звучали. Так, написано новое, пожалуйста, новое произведение. Оно уже не апробируется нигде. Меня уже знают они. Это просто вставляется там в какую-то часть. А я еще говорю симфонист. Да, симфонических концертов мало на фестивале. Но вот приходится как-то, пока получалось, что я попадала в симфонический именно. Это честь попасть в симфонический концерт. Мирзия Ханум, расскажите про свою работу. Ходите туда как на праздник? Да, я очень люблю свою работу, я очень люблю студентов, очень люблю свой коллектив. Лучший в мире коллектив. Вот у меня сидят мои коллеги. Да, и я их очень люблю. У нас такое отношение друг к другу уважительное. Когда мне мой сын Эмир говорит: слушай, у тебя вообще счастье. Люди идут на работу, деньги зарабатывают. Кто как говорит еще, так неохота идти на работу. А ты каждый раз как на праздник идешь. Тебе за этот праздник еще деньги дают. Я говорю, мне мало дают, копейки. А он говорит, все-таки это же праздник у тебя там, и за этот праздник тебе еще деньги дают. Это вообще счастье, да? Это вообще счастье. Действительно счастливый композитор. Конечно, это безусловно. Так. Мирзия Ханум, у нас есть вопрос. Палитра мирового искусства и музыки в той или иной мере присутствует и у нас, у кантатар. Однако есть еще одно понятие, как высокая культура. Как вы думаете, мы подходим к формированию именно этого уровня? Высокая культура – это когда произведения искусства, которые создаются в народе, звучат на больших платформах. Для большого числа гурманов, разные слушатели, а особенно такие вот произведения, как академическая музыка, академическое искусство вообще. И если оно выносится на такую аудиторию, это говорит, это уже за себя говорит. Конечно, мы подходим. Безусловно подходим. Если кто-то думает, что у нас стагнация в чем-то, да никакой стагнации нет. Развитие. Каждый человек старается, вот как может, в меру своих возможностей делать, развивать. Он делает свое дело. Но это остается в копилке. Когда мы уйдем, это останется для поколений следующих. И будут говорить, да, молодцы наши предки, какие вообще здорово творили, делали. Развитие идет по всем направлениям искусства у нас. У нас все хорошо. У нас очень талантливый народ. У нас очень талантливые люди. Я не говорю народ. Все же не... То есть народ в смысле того, что каждый человек, если вот чем он занимается, ремеслами, чем угодно, он во всем он талантлив, и во всем показываются такие образцы высокой культуры, высоких образцов. Поэтому ни в чем у нас очень хорошо все развивается. Прекрасно. Отлично. Это высокая культура. Конечно, мы подходим. Мирзия Ханум, готовьтесь. Вопрос у Арсена Бекирова. Ассаляму алейкум. Я хотел бы спросить
с эмоциональной вот составляющей, Мирзия Ханум. Мы, ну, как бы композиторы, они тоже люди, и в зависимости, наоборот, не тоже люди, а более эмоционально ко всему восприимчивы. Да, и я имею в виду, что все, что вокруг нас вот на сегодняшний день, да, происходит, у вас как это вызывает эмоциональный больше подъем творческий или наоборот какую-то стагнацию, может быть? Нет. Это все-таки больше творческий, да, порыв? Вот больше произведений становится, когда что-то в мире происходит, или наоборот как-то угасает? Угасать-то ничего не угасает. И еще сколько вот есть какой-то план, допустим, в этом году я напишу 3 концерта? Ну что? Или это все вот в Какой разработке? 3 концерта? Концерт годами пишет. Ну я и говорю. 3 концерта. Я хочу сказать, что у нас мы живые люди, мы реагируем на все, что происходит, безусловно. Переживаем, реагируем. Но мы как работали, как создавали, мы это все делаем, мы не имеем права вообще сидеть и говорить: ой, у меня вот нет настроения. Да какое, кто спрашивает, есть оно у тебя или нет? Оно должно быть. Оно должно быть. Когда говорят, есть вдохновение, никто его не ждет никогда. Надо работать, это ежедневный. Это такой труд большой, что надо работать, и все. И не ждать ничего. Кто тебе там что даст? Вдохновение или там еще что-то. Человек сам себя делает, во-первых. Каждый человек, если он чего-то достиг, только благодаря самому себе. Он себя делает. И он обязан, как работал, как творил, так и творить. На сердце у нас много чего. Мы живые люди, мы все живые люди. Мы на все реагируем. В сердце у нас много чего происходит. Но с другой стороны, мы не имеем права раскисать. Как работали, так и работается в работе, в творчестве и во всем. Все должно быть хорошо. Мы должны так говорить. У нас нет перерывов и не должно быть их. Потому что жизнь одна, ее надо вот каждый день что-то делать. Не оставлять на завтра даже. Тем более музыка, наверное, вообще в тяжелые времена очень помогает. Ну, музыка – это же не вербальный, да, вид искусства, а это эмоциональный вид искусства. Здесь вот даже художник, на его картине все, там глаза человека нарисованы. Мы же видим, страдает этот человек, или мы все видим. А в музыке? Мало ли, что я там называю как-то это. Хотя название, оно уже определяет как какой-то поворот, то, что хотел сказать автор в названии, какая-то скрытая программность, я говорю. Ну, а уже там сидят, вот в симфонии Амедхан, посвящается дважды герою Советского Союза, летчику, испытателю, и все в зале слышат. Там были на примере летчики, испытатели тогда вот организовали наши крымские татары. Там пришли в орденах, сидели. И они потом говорили, их спросили, они говорят: в небе там баталию мы слышали, а они вот себя все настроили так, что они слышали в первой и в третьей части, вторая часть там лирическая, баталию в небе, потому что их так настроили. Думали, что я сижу вот и только думаю, как же вот этот вот передать, вот этот выстрел. Да нет, я там сижу, своей техникой занимаюсь. Ну, а они уже так настроены слышать это произведение. Программность она дается, конечно. По-другому не бывает. Я не могу, он зашел, сел. В музыке это не передашь. Это на эмоциях все только, эмоциональный вид. Угу. Вопрос, да, вот сейчас. Дорогая Мирзия Ибрагимовна, я хотел бы поблагодарить то, что вы пригласили на такой творческий вечер всех нас, что у нас есть такой замечательный крымско-татарский композитор.
который действительно занимается созиданием. Ну, буквально 20 лет тому назад, когда для нас, крымских татар, было знаковое событие, когда открывался монумент возрождения крымско-татарского народа, звучала первая симфония Мирзея Халитовой, так и называется «Возрождение», посвященное Исмаилу Гаспринскому. Вот. Было время, когда Мирзея Ибрагимовна номинировалась на премию Тараса Григорьевича Шевченко, и мы, группа поддержки с факультета, были в филармонии, Киевской филармонии, и как группа поддержки слушали, да, это пятая симфония Амитхан Султан. Я бы хотел задать вопрос. Вот, какие еще будут у вас посвящения вот таким великим крымско-татарским людям, да, то, что вы планируете в перспективе? Сауболс. Саулмус, вы всегда были на всех концертах. Саулмус, да, я знаю. Даже туда ездили специально, да. Не каждый поедет в Киев. В 30-градусный мороз в гололед ездили. Так было. Ну, может быть, я так трудно заранее. Вообще, знаете, начинаешь думать что надо, вот я хочу вот это произведение написать. А потом оно куда-то ведет тебя в другую сторону. Вот, получается, думаешь, да нет, не этот солист, а вот другой. Потому что сама музыка привела немножко в другое направление. Это все такое, это же творческий процесс. Он очень гибкий. Может быть, кто-то такой будет герой, что я захочу увековечить его в своей музыке, как вот было Ашик Намер. И когда исполняют, он так, по мотивам крымско-татарского поэта Ашика Омера. Да, вот он уже хотя бы будет знать, что крымско-татарский поэт Ашик Омер был когда-то. Вот я в названии, если даю это, я как бы заодно и просвещаю публику, которая там сидит, или даже исполнителей, которые тоже не все знают. Если это не здесь звучит, в другом месте, конечно, там не знают, но зато узнают. Но я по мере того, как я что-то сейчас вот буду работать, я надеюсь, что у меня вот будет лето такое плодотворное, я так себе наметила на лето, что я буду что-то крупное делать, крупное произведение. Алло, Версон. Мирзехан, еще вопросы? Ассаляму алейкум. Мы, коллектив Крымского инженерно-педагогического университета, гордимся тем, что работает у нас такой замечательный композитор. Вот. 9 предметов, которые ведет Мирзея Ибрагимовна, в том числе крымско-татарская народная музыка. Вот. Я бываю на занятиях всегда на высочайшем уровне. Очень интересно, все предметы проходят. И хочу сказать, задать такой вопрос. У каждого, наверное, художника, у каждого творческого человека, наверное, есть последователи. И вот, Мирзея Ибрагимовна, вы с кем-то работаете, делитесь ли вы вот своей техникой современного написания произведений и так далее? Есть ли у вас ученики вот именно в вашем композиторском творчестве? Спасибо. Вы знаете, когда я училась даже в консерватории, вот разные факультеты, ну, поскольку-то там принимают, да? А композиторов 1, 2, максимум 3, максимум. Всегда говорили, да, это штучное только, вот штучное только, может быть. Сочинять, вот как видите, сейчас все вроде бы сочиняют все время. Особенно песни, ну там вообще все сочиняют. Все мои студенты там песни пишут даже. Хотя я и веду такой предмет. А чтобы вот так, у меня в училище, когда я работала, у меня был студент, который сейчас в Испании в магистратуре учится. Он до сих пор, Бирючев Федор, он до сих пор вот по всему миру ездит, играет.
Он даже сейчас учит мои фортепианные его 2 произведения. Говорит, я буду в концертах играть, Мирзия Ибрагимовна, благодарен. Он присылает мне произведения свои. Мой профессор вот так говорит, ну, мне нужно ваше мнение. И я слушаю, я потом по WhatsApp общаюсь, я рассказываю. Вот до сих пор мы на связи, и он мне очень благодарен. Но много не бывает. Сейчас еще один, вот музучилище, он поступает, поедет в консерваторию. А сейчас он оттуда вот ко мне сюда приходит. Ну, это просто бывают очень талантливые, когда и мыслит такое мышление, вот как мне нужно. Когда я говорю, так, Шопена убрать, ты не Шопен, лучше не будешь. Не убери, ты же вот сам должен прийти свое. Хотя человек, вот мало я хочу сказать, я ответить на вопрос, я веду этот предмет, но надо вот обладать этим талантом, этими какими-то... И, во-первых, надо и хотеть сильно, и обладать еще этими способностями нужно. Поэтому немного я могу сказать. Хотя я этот предмет веду же, этот обязательный предмет. Это основы композиции. Они у меня пишут темы, потом мы аккомпанемент прибавляем. Ну так вот, я говорю, бывает образное мышление, когда мы сразу на любых нотах создаем образ. Это детям удается, это дети. На конкурсах, я всегда сижу в жюри на конкурсах, и вот когда там задание бывает обязательно слово, и на него надо симпровизировать. Вот у детям, они такие непосредственные, они импровизируют. А студенты уже так не могут. Нет, нам вот тему давайте, мы с темой начнем. Некоторые не могут тему-то сочинить, мелодию не могут. А сама понимаешь, что не понимаю, что-то. Даже тему не каждый может написать. Хотя песни вот и они любят как-то там. Но они мне даже их не показывают. Они говорят, мы знаем. Да, мы там пишем, там что-то там. Иногда скрипачи говорят, можно вам сыграть? Я говорю, конечно, нужно. Ну вот что-то я могу подсказать. Это редко, это так, чтобы вот в академическом плане кто-то как-то... Больше все-таки с эстрадой связанные, потому что, я же говорю, это легче, это совсем по-другому там. Ну, поэтому сложно. Я вот, чтобы сказать, что я вот это я вот в общем студентам рассказываю, как я сейчас вам говорила, да, про современную. Это всегда я говорю, вы понимаете, это так интересно. И я вот на этих фестивалях, то, что я слышу, я приезжаю оттуда другим человеком, я сразу начинаю сочинять. Мне сразу надо сесть и сочинять, потому что я заряжаюсь очень многим, очень много дает. Вот, я хотела сказать, вот сейчас еще, сейчас будет концерт для трубы, а потом еще будет произведение, да, где я играю Шевченко. Концерт для трубы с оркестром написан вот давно, сейчас просто немножко, кусочек. Это когда был у меня в моей биографии, когда меня номинировали, это в Киеве номинировали на Шевченковскую премию. Но вы не думайте, что ее сразу, там композитор получил, который восьмой раз шел. И говорят, 80 лет ему было, он умрет сейчас, если не получит. Ну, уже надо. А это еще молодая, пусть она еще походит на эту премию. Но выдвинули. Вообще номинировать, это мало кто. Это я первая крымская татарка, вообще кого номинировали на... Никого никогда не номинировали на эту премию, потому что просто не номинируют. Туда 5 человек со всех разных жанров, не жанров, а видов искусств получают. Это арки. Музыка может вообще не музыкальную сторону. Ну, не даем. Литература, кинематограф. А у меня был этот концерт, там сидели там Богдан Ступка и прочие. Вот это члены жюри были. Такие люди там были, члены жюри сидели, которые
Ну, не все присутствовали, а потом они слушали уже на заседании. Но и в зале это был концерт, это был, вот где вы побывали, это был праздник. И даже тогда директор филармонии, она говорила: вы вообще понимаете, какой праздник? Сегодня праздник крымско-татарской музыки. Первый концерт вообще, никогда там не звучал авторский концерт крымско-татарского композитора. Такого никогда не было там. Это был первый и пока еще последний. Вот. И, конечно, сидели там, ну и наши соотечественники. Это было 30 градусов мороза, 31 января. А весь зал был вот с такими розами, вот с такими, я как вспомню, это машина наша, мы обратно ехали, огромный автобус, не помещались эти цветы, это вообще что-то. В такой мороз это было очень красиво. А потом, когда директор мне позвонила в Крым: вы приехали? Да, я приехала. Мы вам благодарны. Филармония столько цветов никогда не видела. Еще в такую погоду, да еще все так. Ну, молодцы, ну как вы, вот это все. Но это, живя тут, я устраивала там концерт. Все на телефоне, это было. И эта публика же не моя. Моя публика, ну сколько наших соотечественников может быть? А остальная не моя публика. Но, тем не менее, это было очень красиво. Это как случай из моей творческой биографии, исключительный случай. Я просто вот вспоминаю это, я и горда этим очень. И это было очень приятно, конечно, безусловно. У нас есть еще вопрос. У меня есть небольшой вопрос. Мы представители Сбиюкон Лара. Ого. Я хочу задать вопрос такой. У нас очень много творческих поэтов. Вот Ризабей тоже вот сидит здесь. Очень много талантливых творческих поэтов. Вы пытались как-нибудь на современном уровне какого-нибудь поэта озвучить? Саул, за вопрос сейчас отвечу. Это не значит, что у меня вот только симфонии и концерты я пишу. Нет, конечно. Нет, я пишу разную музыку. У меня камерно-инструментальные произведения, у меня есть вокальные произведения. У меня есть произведения, ну, вот так я не тяготею к вокальной музыке, как к инструментальной, но тем не менее она у меня есть. И у меня 6-я симфония вообще для хора, солиста и большого симфонического концерта. Поэтому на слова Аблязиза Велиева. Большая симфония. Там очень много слов, посвященная, она была тогда 25-летию или 20-летию Кипу, 20-летию. 25-летию Кипу была посвящена. Вот. И ну, есть у меня песни на слова, во-первых, классиков. Шакира Селима, Ашика Омера, Амди Гирайбая. Ой, кто у меня еще? Бекир Чобанзаде. Ну, конечно, подсказывают. Это большая камерная вообще кантата. 10 минут она идет. Я сначала ее не знала, как назвать. Просто монолог печальной флейты Ашик. Как? Янок Хавал. Вот, вы знаете. Янок Хавал. Для голоса с оркестром. А потом это камерная кантата. Но, вы знаете, это же не значит, что я... Порой бывают такие, когда мне звонят, а Вамилева, по-моему, мне звонила и говорила: кто-то там что-то написал и хотел бы, чтобы ты музыку наложила. Я говорю: ну, они написали, это очень хорошо, а я не готова вообще сейчас кому-то что-то делать. У меня свои планы, я сама. Я очень внимательно отношусь к поэзии, я ее очень выбираю. У меня есть и на русском языке. У меня есть триптих и на украинском языке. Там по заказу я писала на стихи Ивана Франко, тоже триптих, который там очень на Западной Украине очень много исполнялся он. А есть на стихи триптиха этого Волошина Максимилиана.
Но это настолько гениально, я не могу, просто не могла мимо этой поэзии пройти. Есть у меня вокальные произведения, просто я должна делать так, как мне удобно, как подсказывает мое творческое воображение. Но, безусловно, есть у меня вокальные произведения на чьи-то слова, ну, крымско-татарских поэтов, конечно. Еще есть вопросы? Салям алейкум, Мирзия Ханум. Вы счастливый человек на самом деле, и Мирзия Ханум об этом всегда говорит. А мы тоже счастливые от того, что мы действительно бок о бок работаем на кафедре с Мирзия Ханум. И хочу сказать, что кроме того, что она уникальный композитор, она еще и замечательный человек. И поэтому общение с ней, вот, и лично я считаю, что очень тесное, близкое общение, ну, это дорогого стоит. Я хочу сказать, что творчество Мирзия Халитовой, Мирзия Ханум, это даже как пожелание, даже может быть не вопрос, оно представлено разными жанрами, и вокальными, вот как сейчас сказала. Я горда тем, что к вокальному сборнику, презентация которого была 26 мая, да, в прошлом году, вступительную статью, такую обширную, Мирзия Ханум честь предоставила мне. Вот. Мирзия Ханум, у вас огромное творчество в разных жанрах, кроме одного. Мы очень хотим, чтобы оно увенчалось оперой крымско-татарской. И вот у меня такой вам вопрос. Когда, будет ли вообще в планах у вас есть написание крымско-татарской оперы? Ой, вы мне 20 лет, вот особенно Асан Айдерович, он вообще мне все время говорит, когда опера? А я отвечаю, я же вам не зря сегодня говорила, что все мои произведения звучат. Они должны звучать. А писать как Шуберт в стол нет смысла. Зачем? И я говорила, опера – это должно быть заказ от оперного театра. И там опера пишется с режиссером, который говорит, вот здесь вот так, вот так, вот так, вот так, вот, столько-то. Вот. То есть, когда мои коллеги, композиторы, они мне говорили когда-то, я говорила, что у меня есть балетная сюита, балет, они говорят, а в каком театре, а с каким режиссером ты работаешь? А ни с каким. А зачем ты тогда это делаешь? Кому это надо? Это надо, вот мы, только так, с оперным театром, заказ должен быть. Это такой труд большой. И просто так его писать. Потом лет 5-6 назад мне Линие вот какая-то звонила из Киева и говорила, мы хотим заказать, но хотим заказать 3 композиторам. Значит, вы, Джемиль Кариков и Расим Рамазанов. Ну, я говорю, а мы как будем сочетаться? С Кариковым нормально будет, абсолютно, вообще это будет. А с Рамазановым не пойдет, не получится, у него другое немножко направление. Она говорит, мы тоже думали об этом, наверное, у него другое, а с Кариковым, говорю, абсолютно получится, нормально будет. Но я ей сказала, через оперный театр, только так. Да, мы думаем, надо либретто заказывать через... Но потом это, видимо, через оперный театр не получилось. Это не так просто. Вот пришли мы... У нас там есть композитор. Это сложно. Поэтому вот просто так сидя, я не буду, я сразу говорю, я не буду ее писать. Ничего, будут следующие поколения, пускай работает молодежь, что пишет, старается, с оперными театрами. Время пройдет и изменится, и хорошие времена настанут. Есть молодые композиторы, есть у нас же композиторы. Они напишут оперу. Ничего, не все мне. У меня первая симфония, первый инструментальный концерт, все первое. Кто-то пускай в конце концов и оперу напишет, после меня и балет. Все нормально. Sounds. Только в микрофон, пожалуйста. Да, ну, в общем, я очень рад, что со всеми с вами увиделся сегодня. Отличная передача. Вот что касается оперы. Асан Рефатов
27-28 годы собирался писать «Арзакыс» оперу. Но, к сожалению, так она и не получилась. Теперь музыкальных спектаклей у нас до революционного периода или до военного периода, если наш Крымско-Татарский театр создан был в 1923 году, 1923, через 2 года только Ильяс Бахшиш и Шерфидинов написали музыку «Арзакыс». Кстати, в 90-м году, когда театр открывался здесь, в 89-м уже как студия работала, когда создался уже Крымско-Татарский театр, и они начали с этого «Арзакыса». Музыка написана Ильяс Бахшишем и Шерфидином. Вот у меня сейчас здесь лежит «Арзакыс», тот вариант, либретто, кстати, полностью. Юксель Бекторе какой-то, Юлдыз Бекторе из Кашехер издали вот это. Я не знаю, у кого такая книга есть или нет, но эту книгу я специально принес для того, чтобы подарить ее Ремзе Ханум. Это Мирзе Ханум. Да. И вот к тому, что она говорит, что да, наша действительно, мы уже в возрасте, мы уже, ну, будет это вы в возрасте. Ближайшие 10 лет. Не надо всех под свой возраст не подстраивайте. В ближайшее время все равно будет расти новое поколение. Конечно. Вот вы же выросли как композитор, как симфонист. Вы единственный в своем роде как композитор-симфонист. Сколько у нас? Всего 12 композиторов, среди них симфонистов нет. Единственный симфонист-композитор – это Мирзе Халитова. Это либретто и со всеми музыкальными номерами, только мелодии, правда, без гармонии. Но я думаю, что это у вас будут ученики, талантливые. Конечно. Вот будущая опера должна начинаться именно с «Арзакыс». Почему? Это дань будет нашим потомкам. Асан Рифатов в 1938 году расстреляли. Молодой композитор, учился в Баку. Он мог написать, жил бы. Много мог бы творить в этой жизни. Поэтому я вам этот дарю. Саулнус. Да. Саулнус. Спасибо большое. Мирзе Ханум, вот вы сказали, что вы счастливый композитор. Я помню, вот Мирзе Халитов учился в консерватории. Я 2-3 слова хочу сказать про Мирсадык Таджиева. Я с ним в Анджане работал, ставил спектакль под его музыку. Я хочу сказать, что среди узбекских композиторов один из авангардистов, симфонистов был. Никто, как он, симфонии не писал. Да. Писали оперу, там, оратории, там, всякие поэмы. Но поэтому у нас сегодня сидит потомок Мирсадык Таджиева. Да, Саунс. И еще период Бориса Федоровича Генко, Георгий Мушель, к которым вы тоже прикасались, учились. Ну, в общем, вам повезло, вы в хорошее время учились в Ташкентской государственной консерватории. Да, Саунс. Спасибо. Саунс. Так вот, вы сказали, что вы счастливый композитор. Счастливая ли вы женщина? Расскажите про свою семью. Вы сегодня пришли с внуками, невестками. Счастливая, счастливая. У меня хорошая семья. Ну, как кто-то недавно спросил, музыкой занимаюсь только я и муж у меня занимается музыкой. Но дети у нас не занимаются музыкой. Ну, дети своими делами занимаются. Каждый выбрал свою стезю, и никто не настаивал. Ну, наверное, правильно. Каждый выбирает то, что он хочет. Вот. С семьей у меня все хорошо. И я просто не... Знаете, я когда как-то меня выдвигали на лучший творческий... как назывался? Мастер-класс на работе там. И у нас выходили молодые преподаватели. Им нечего было о себе сказать. Они начинали о своей семье говорить. Вот, а я вышла, а я не успела вот в эти рамки, там у меня то-то звучало, и это. Я села, мне говорит, ой, вы нас своими симфониями,
тут что вы делаете? Я говорю, у меня времени не хватило на это. Вы мне мало времени. А потом они говорят, да, вам-то надо было полчаса дать, не как им по 5 минут там. Вот поэтому я хочу о творчестве поговорить. Ну, все хорошо с семьей. И дети, и внуки, и меня любят, и я всех очень люблю. Очень люблю. Да, конечно, сидят здесь. Да. Я хочу, чтобы прозвучало еще, когда мы уже сейчас говорили о концертах своих, да, чтобы пока вы не устали, чтобы послушали музыку. Чуть-чуть, там концерт для трубы с оркестром, вот там я использовала. Я использовала народную тему, медленную, ну ее там длинно получается. Вот очень трудно все равно из контекста что-то взять. Очень трудно. Я прям начало вот так думаю, ну пускай просто чуть-чуть вначале послушаем, как звучит труба с оркестром, как это вообще, ну, один из роскошных инструментов. А вообще я хотела, вот вы не задали вопрос, а я скажу. Что я люблю? Какой инструмент? Много инструментов. Палитра большая, да? Я очень люблю виолончель. Обожаю. Я когда вот в 2016 году у меня был концерт большой в Киеве, виолончельный концерт «Эпитафия» вот звучал. Там виолончель с оркестром закончили. Потом тройной виолончельный опять. И потом кто-то из композиторов потом мне говорит, виолончель – один из народных инструментов крымских татар? Пошутил вот так вот. Я говорю, ну, будет, наверное, раз я так люблю этот инструмент. Роскошь, ну, это вообще. Вот, и труба. И духовые очень красиво звучат. И вот труба, очень красивый, конечно, тембр. Там я включила. Сейдамет Чалбаров, вот наш общий друг, он несколько раз в Киев ездил играть. И на Шевченковском концерте он играл еще тоже. Это вот одно из произведений. Там надо было показать, сделать концерт. Премьеры, чтобы звучали. Это архисложно вообще. И одно из произведений, это, ну, тут прошла премьера, а потом второй раз там. Вот, написанное произведение было. Вот он и там играл. Там я использовала. Но чтобы это все послушать, это надо весь концерт. У нас есть еще вопросы. Вот Сервер Ага будет. Ага. Мирзия ханым, elbette icadi mirasımınız hayırlı olsun başından. Мы очень гордимся, что вы есть у нас. И я бываю каждый год свидетелем в университете защиты дипломов. Студенты сдают на ваших произведениях, концертных формах, симфонических произведениях. Это очень вдохновляет, потому что действительно бесценен тот труд, который вы делаете, и это именно определяет не просто произведение, это и нашу науку. В то же время Мирзия ханым у нас уже профессор, давайте мы ее сразу вот поздравим. Да. И все работы, когда, если сравнивать в мировых масштабах, то есть вот очень много форм музыкальных. Конечно, симфонический оркестр, симфоническая музыка занимает самое большое место, потому что она создана человеком для человечества. И где можно отразить очень много тонкостей образов, характеров. И, конечно, то, что сделала Мирзия ханым, именно крымско-татарскую музыку отразила симфоническим оркестром, это, я считаю, что это очень большой вклад в нашу крымско-татарскую культуру, в первую очередь и в общую культуру. Поэтому горжусь вами, и вот эти цветы, чтобы вас украшали, а не меня. Да? Хайырлы olsun, Кеннеди. Сейчас мы послушаем отрывок, и потом вопрос будет у Эльмиры Ханум.
чуть-чуть. Это только кусочек, это только начало было вот этого концерта. Ну вот это концертный жанр, который так интересен, он живой такой, когда показываются возможности инструментов, что можно с этим инструментом сделать. А так много возможностей есть у инструмента, особенно сейчас есть еще вот эти нетрадиционные приемы игры на этих инструментах, поэтому очень интересно писать. Вот я сразу буду говорить, вы что-то хотите спросить? После этого будет, сразу сейчас, потому что я говорила уже про вручение премии Литошинского. А в 2014 году я была приглашена в Париж на это посольство Украины в Париже. Вот тогда это было 200-летие со дня рождения Тараса Шевченко, и вообще во всем мире очень такой поэт, которого праздновали в мире. Там делали конференции, вот музыкальные конференции были в Германии тогда. А я ездила в Париж, тогда с композитором еще Екатерина Троценко была, вот мы с ней вместе, и взяли Зарему Алиеву, скрипачку. Мне говорят, вот надо что-то вот о Шевченко или написать, или посвятить. И тогда я написала произведение для скрипки и фортепиано, назвала «Приношение Шевченко». Ну там вот, знаете, вот все это из современной музыки. Признаки инструментального театра. Когда первое четверостишее этого стихотворения, я встала и читала его. А в этот момент скрипка сзади, за сценой начинает соло играть и выходит потихонечку, потихонечку выходит. И вот она доходит, она медленно идет, пока я читаю это стихотворение. Я закончила, села за рояль и начала играть. И потом вступает скрипка. Вот была премьера в посольстве, там был концерт, вот там была премьера этого произведения. А потом вот это же произведение я играла с другой. Ну, конечно, там уже вот моя любимая Нина Сиваченко, которая скрипачка, которая играла. Еще я хотела одно произведение, у меня тут «Капричо» для скрипки с оркестром, оно всего идет 5 минут. Ну, я потом думаю, это много может быть. Она, само произведение такое вот интересное, она так играет там. И исполняли, из Америки приехал дирижер. Был когда-то в Москве профессор Московской консерватории, скрипач Олег Крыса. Он уехал в Америку жить, и сын его стал дирижером, Тарас Крыса. Он приехал в Украину, ему дали 2 концерта. И вот в программе одного концерта было мое произведение. Вот это «Капричо» для скрипки с оркестром, и Нина играла. Это была премьера, это было здорово. Конечно, это тогда... Какую там снимать? Не было, у меня тогда не было съемки. А потом, когда вот был мой авторский концерт, когда я номинировалась на премию, вот тогда еще раз это произведение там прозвучало, просто как украшение, оно небольшое, это даже в программу моей я 2 симфонии выдвинула, инструментальный концерт, а это как украшение было, это вот 5-минутная вещь, и она играла это произведение, поэтому это хорошая очень скрипачка, великолепная скрипачка. Ну, можно показать вот буквально, просто я тут сижу, я тоже в большом зале Киевской консерватории, но это совсем. Не будучи пианисткой, я сидела и играла. Можно показать, если готова. Это к тому, что потом, вот я рассказывала, что мне там вручили премию Литошинского, вот это все было уже в рамках пасхального концерта в Киеве. После того, как я съездила в Париж и исполнила там это произведение. Если готово, можем послушать. Да, это как камерная. Я же не только симфонист, я же и камерную музыку пишу.
У Эльмиры Ханум у нас есть вопрос. Буйрунус. Крымская земля не могла не воспитать замечательных мастеров, музыкантов, деятелей, которые имеют отношение к культуре. И вот на сегодняшний день, думаю, что вы, национальное достояние, смогли нашу уникальную музыкальную культуру, то есть народное искусство, облечь вот в такие замечательные современные формы и, как вот вы сказали, монументальную, то есть вы монументалист. И вы опирались в основном, все настоящее искусство опирается на народное искусство. Не зная свою культуру, вот настоящую, нельзя стать замечательным творцом. То есть творцом, который достигает очень высоких уровней. Вот что сделано для того, чтобы собрать, систематизировать, хотя бы попытаться вот тех исполнителей, которые были в 20-е годы. Удивительные были скрипачи, которые выезжали, приглашали, восхищались ими Айвазовский, Куинджи, гениальные художники, крымские именно художники. И вот это мы не должны забывать, не должны предать забвению. Вы как личность такая, которая осознает глубину вот нашей музыки, что-то вот имеете в планах сделать для того, чтобы я их сейчас, к сожалению, имена не смогу воспроизвести, но они известны, они есть в литературе. И вот собирается ли вот эти вот образцы нашей настоящей, то есть народной музыки? Это первый вопрос. Но я забыла главное сказать, что вы национальное достояние, я так думаю. Сказали, Саул. Я сказала, да? Это очень важно. О том или ином народе судят по ярким представителям в большей степени именно культуре национальной. И вот как раз вы являетесь одним из таких представителей. Вот первый вопрос по поводу образцов народного искусства и исполнительства. И второй вопрос. У вас была серия работ с известным нашим художником Ирфаном Нафиевым. Это как бы цветомузыка назвать или дополнение к... Это смежные виды искусства. Вы всегда... вы говорите, что мне хочется очень много красок, много всего... И вот это для вас живопись один из самых близких видов искусства? Или вот как вы подошли вот к тому, к этой идее совместно с художником работать, создавать произведение? Саумас. Это была его идея, это не моя была идея. Он когда побывал на моем авторском концерте каком-то, он сказал, тут столько красок. Вот он так и сказал, тут столько красок, и мне бы хотелось, прям вот, я сижу и говорю, у меня желание такое, прям вот картины писать по этим произведениям. Я тогда говорю, чтобы потом какой-то проект сделать, тогда надо по камерным произведениям сделать, чтобы можно было показать это. Потому что это сложно делать авторский концерт с симфоническим оркестром, это архисложно. И тогда он писал картины по моей музыке. Он писал, он был тогда восхищен. И, по-моему, так, да, и вот он и сделал это, и он говорил, вот это мой взгляд, это взгляд слушателя, взгляд художника, взгляд творческого человека на какое-то произведение. Просто мы называли, вот у меня называется как-то произведение, и он картину делал и также называл как мое произведение. Это было в Доме художников, все его картины висели, и исполняли тогда еще. И флейтистка приходила, и там пианисты играли и пели. Гульсум Тамах пела мои романсы.
вот тогда это было, да, это был очень интересный проект человека, который вот захотел приобщиться к музыке, но приобщиться, так как он тоже творческий человек и художник, приобщиться вот путем того, что он написал картины на мою музыку. Это было очень интересно, да. И первый вопрос, ну, этим же занимаются специальные люди, это же собирать, оставлять. Конечно, все, что создано, хоть сколько-нибудь вообще, если какие-то произведения созданы, они должны остаться, безусловно. И у нас есть люди, которые этим занимаются, стараются, собирают это. И каждый должен думать о том, как сохранить свое творчество для потомков. Конечно, даже когда и в те годы люди должны были об этом думать, но тогда не было тех возможностей, какие сейчас существуют. Безусловно, конечно, этим надо заниматься. Ничего не должно пропасть. Ничего, что создано в рамках особенно одной культуры, а культуры нашего народа, которая понесла такие колоссальные потери, уже сейчас просто нельзя это никак, чтобы это было что-то потеряно. Ничего нельзя терять. Все это должно систематизироваться. Когда-то давно очень жаль, у нас нет, вот у нас есть музей, говорим, художественный, но у них же нет своего здания. Они говорили, мы хотим вот здесь вот угол сделать, ваш кусок какой-то. Но у них нету этого угла даже. Они вот, когда я работала с архивом Шарафиддинова, чемодан большой такой, приносили с этнографического музея, они туда отдают на хранение. Это что такое? Там на хранение лежит, здесь они работают, нету своего здания. И я говорю, ну и мне это же некуда, это надо продумать, обдумать. Мой архив, у меня-то большой архив. Где его помещать. Безусловно, это ничего не должно пропадать, и люди должны все оставить потомкам, наше искусство, нашего народа, который столько... Но теперь ничего не потеряется, никто не позволит уже терять ни одной ноты, ничего. Çok sağ olun Мерзия ханым. Sağ olun за эту встречу. Я думаю, что... А у меня еще осталась та музыка. Ну что, закончили уже? Мы продолжим еще общаться в неформальной обстановке, потому что вот у всех есть кофе. Çok sağ olun. Пусть сколько бы лет ни прошло, вы могли сказать, что вы счастливый композитор и счастливая женщина. Эльзара ханым Ислямова, генеральный директор. Проект, в котором сегодня приняла участие Мерзия ханым, называется «Встреча с авторитетными и выдающимися представителями крымско-татарского народа». Мы этот проект делаем для того, чтобы наше настоящее поколение, будущее поколение знало вот тех, кто развивает наш народ, кто его сохраняет, кто его приумножает. Мы очень часто, когда открываем исторических личностей нашего народа, нам катастрофически не хватает информации о них. И наша задача сегодня, вот, современников этого времени, сделать все, чтобы такая информация для, как я сказала, и сегодняшнего поколения, да, чтобы они брали примеры для будущего поколения, она обязательно сохранялась. Sağ olun Мерзия ханым. Мы сегодня... И вы знаете, вот этот проект, это я сегодня слушала, мне прям даже захотелось назвать этот проект даже не просто встречами, а гордость. Гордость нашего народа. И мы сегодня, я думаю, что не раз испытали это прекрасное чувство гордости за Мерзия ханым, за уникальное творчество, за такое, знаете, высокое творчество, высокой культуре, как уже было сказано, это понятие. И Мерзия ханым на очень достойном уровне представляет наш народ вот именно в высокой культуре. Но еще, конечно, чувство гордости просто от уникального человека. Мы сегодня, наверное, все это не раз отметили, и за просто прекрасную, красивейшую женщину. Вам долгого еще творческого пути, здоровья, конечно же, и оставайтесь всегда вот такой вот, ну, просто уникальный. Sağ ol Zara. Çok sağ ol. Sağ ol. Sağ olunuz. Sağ olunuz. Я очень рада, мне очень приятно. Çok sağ olunuz. У нас есть музыки, Мерзия ханым. Слышите, да? Да, ну это вот потом скажете. Да, sağ olunuz. Sağ olunuz. Да, sağ ol.
Только с любовью. А как же? О, Саул, чух, Саул, Саул, Асия, Саул. Саул, я тоже вас всех очень люблю. Просто обожаю. Саул, моя хорошая. Да, Саул, 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 чух, Саул, чух, Саул. Я вот так вот сделаю. Чух, Саул, да, я сейчас я возьму, держу. Да, подожди, не так, ты меня закрыла. Сейчас я возьму. Вот сюда, вот так вот. Все казахское посольство приехало, да? Да, ой, вообще здорово было. Да, да, вот сюда давай. Вот сюда. Да, вот так. Сейчас. Вот они пусть фото сделают. Сделайте мне фото со всеми цветами. Да. Ты опусти цветы. Да, опусти. Опусти. Вот так. Угу. Давай, я возьму. Сейчас, вот так вот. Опусти. Вот так. Ой, как красивые. Ой, какие красивые. Да, вот сюда, вот тут палец есть. Они, вот так, да. Спасибо большое. Вот теперь сделайте снимки.